Здесь проходила передовая линия фронта, где был остановлен враг в ходе Малгобекской оборонительной наступательной операции. Поэтому место выбрано не случайно. В братских могилах сейчас покоятся 58 неизвестных солдат. Это стало известно благодаря труду поисковиков, которые ведут эту работу в нашем регионе 4-й год. Перезахоронение проходит с положенными воинскими почестями. За месяц поисковых работ удалось обнаружить останки еще 11 неизвестных солдат, которые спустя долгие годы найдут свой покой. Желающих принять участие в этой торжественной церемонии много, ведь это большая честь для всех присутствующих. В 1943 году здесь, на Терском хребте, прошли ожесточенные бои за Малгобек. По некоторым данным, во время Малгобекской оборонительной операции погибло более 120 тысяч человек. Известны имена только чуть более 1500. Оказавшись на этом историческом месте, поэт и композитор Сергей Жилин за день до этого события написал стихотворение, которое так и называется «Малгобек. Город воинской славы». Как рвались они к нефти, вовек не забыть, как захватчики перли. Как мечтали войти в Малгобек, только стал он для них костью в горле. Не нашли здесь захватчики брешь, и хребет здесь фашистам сломали. Они находят, устанавливают личности и с почестями придают земле останки героев. Межрегиональная вахта памяти «Терский рубеж-2020» стартовала в регионе еще в конце сентября. Проделанной работой можно гордиться. Каждый из участников считает своим долгом и обязанностью поиск павших солдат. Это хобби, но это хобби, которое нужно нашим потомкам. Это некий такой долг, который мы должны отдать нашим дедушкам, бабушкам, которые воевали и сделали этот мир таким, какой он сейчас есть, и мы здесь существуем. Поэтому движет мной это то, что я обязан этим людям. Имена их неизвестны, но подвиги точно бессмертные. Определить личности не удалось только потому, что у солдат не обнаружили каких-либо отличительных знаков. Пока халах вашта дандас, царь личности, установить вашта дандас, ну вашта долж холче, оди камдах не самдах, мучавал, сак, ши гарглса гахогду, ши дадавали, мучавал, цанхара. Ясно только одно: среди погибших точно есть один офицер Красной Армии. Помимо самих останков, поисковики находят личные вещи: блиндажи, ножи и даже авиационную бомбу времен Великой Отечественной. Нами было незамедлительно передано данное сообщение о данной находке в местный отдел полиции. И после приехали саперы и уничтожили. Тысячи солдат до сих пор считаются пропавшими без вести. Почтить память павших воинов и выразить благодарность поисковикам приехали и почетные гости. Среди них и имам Московской соборной мечети. Помимо прочего, теперь на высоком холму, где и захоронены солдаты, возвышается памятник неизвестному солдату, который должны официально открыть после завершения всех работ. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.